переменный синусоидный ток. Как мы получаем в сети переменный синусоидный ток, тот, которым мы пользуемся каждый день в быту? Электрическая сеть у нас состоит из генераторов и потребителей. В генераторах происходит преобразование механической энергии в электрическую. Для этого в магнитном поле происходит движение со скоростью v проводника. И там работает правило правой руки. В генераторе правая рука. Линии магнитной индукции входят в ладонь. И если проводник движется в правую сторону, то 4 пальца, направление 4 пальцев указывает нам направление индуцированной ЭДС. Движется он под действием механической энергии, которую мы хотим преобразовать в электрическую. То есть механическая энергия у нас перешла в электрическую. В потребителях работает правило левой руки. Это электродвигатели. В магнитное поле помещается проводник, по которому течет ток. Направление тока совпадает, линии магнитной индукции входят в ладонь, направление тока совпадает с 4 пальцами, и отставленный на 90 градусов палец большой указывает направление силы, на которое действует, которое действует на проводник с током. Таким образом, электроэнергия преобразуется в механическую энергию. Мы в результате получаем в генераторе мы получаем ЭДС, который изменяется по синусоидному закону. В начальный момент времени ЭДС равна нулю, потом она достигает максимального значения Е амплитудное, а потом опять нулевое значение, меняет направление, увеличивается до максимального значения отрицательного амплитудного и по окончании периода опять обращается в ноль. Как получается именно синусоидная форма ЭДС? В генераторах обмотка находится на валу вместе с турбиной, на одном валу с турбиной. Турбина вращает, то есть это механическая энергия, вращает вот этот обмотку, то есть проводник. И в начальный момент мы вот здесь вот поместим свой проводник. В данный момент условия образования ЭДС – это непременно пересечение магнитных линий. Вот в этом месте фактически пересечение линий не происходит. Поэтому это и есть нулевое значение ЭДС. Далее, переместившись, вот в этом месте будет максимальное значение ЭДС. И согласно правилу правой руки, линии магнитной индукции входят в ладонь, движение идет в эту сторону, следовательно, у нас ЭДС направлено к нам. Обозначим это точкой. Движение проводника в левую сторону. И в этой точке оно максимальное. Вот этот момент. Когда проводник опять развернется, турбина развернется, и проводник окажется в этом месте, опять не происходит пересечение линии магнитной индукции, следовательно, это нулевое значение ЭДС. Когда уже сделан половина оборота, проводник теперь начинает вращаться в обратную сторону. В смысле, двигаться в обратную сторону по отношению к линии магнитной индукции. В этой части направление ЭДС меняется.
Вот здесь была точка, оно было направлено к нам. Здесь будет крестиком от нас. Проверим. Линии магнитной индукции входят в ладонь. Движение происходит вправо, и направление 4 пальцев указывает нам направление ЭДС. Вот здесь крестиком, здесь ноликом. И это вторая часть поворота. Это нижняя часть синусоиды. Таким образом, мы получаем синусоидный закон изменения ЭДС. Вращается турбина, и она должна вырабатывать, исторически сложилось, что частота в сети равняется 50 Гц. Значит, вот этот полный период совершает наш ЭДС и ток 50 раз за 1 секунду. За 1 секунду. Следовательно, ток меняет направление в сети 100 раз за секунду. За 1 секунду. Направление тока и напряжения совпадает, если нагрузка у нас активная. Нет между ними сдвига. А величина ЭДС, я говорила, это зависит от разности потенциалов, которые образовались. А величина тока, она зависит от сопротивления, которое есть в сети. Чем меньше сопротивление, тем больше ток. Чем больше сопротивления, тем меньше ток.